Моя малая родина – Шаранский район. Живописно, уютно и изобильна моя родная земля. Природа щедро наделила ее своими богатствами. Хвойные леса чередуются с раздолем полей, а украшают их многочисленные озера, родники и речки. Особую прелесть ландшафту придают и небольшие горные массивы. Здесь берет начало воспетая песня река Сюнь. Наш район гордится своими 5 героями Советского Союза. Один из них – Мустакимов Зайнулла Мустакимович, уроженец моей родной деревни Юмадыбашево. В этом видеоролике хочу рассказать вам о том, какой вклад внес мой соотечественник в общую победу над врагом в ходе Великой Отечественной войны, а соответственно в развитии моего родного края. Тема родины героев войны всегда будет актуальна. Еще в древних преданиях, в священных книгах прославлялись подвиги воинов, защищавших родную землю. Образы богатырей всегда были примером для народа. Узнавая о подвигах героев, проникаешься чувством глубокого уважения к ним, и после этого самому хочется творить добро и противостоять злу. И именно так воспитываются нравственные качества человека. Для сбора информации о Мустакимове и его подвиге нами были использованы материалы школьного музея деревни Юмадыбашево, а также использованы интернет-ресурсы, материалы беседы с родными героями. Итак, немного о том, кто же такой Зайнулла Мустакимов и в чем заключается его подвиг. Зайнулла Мустакимов родился в 1924 году в деревне Юмадыбашево в семье крестьянина. Окончив 7 классов Юмадыбашевской школы, в 1942 году он призван в ряды Красной армии, тогда ему было 18 лет. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года Мустакимов был наводчиком орудия 536-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Он принимал участие в Сталинградской битве, Донбасской, Мелитопольской, Шауляйской, Мемельской и Восточно-Прусской наступительных операциях. Свой подвиг Мустакимов совершил 18 августа 1944 года. Его орудие было поставлено на участок, где немцы сосредоточили 50 танков и готовились к наступлению с задачей прорвать нашу оборону и овладеть Шауляу. Поступив вражеские танки на 300 метров, рядовой Мустакимов открыл губительный огонь по противнику. Сначала он подбил 5 танков, позже еще 5. Благодаря решительным действиям Мустакимова немцы ни на метр не продвинулись вперед. Сразу же после подвига Мустакимов был представлен к награде, а через несколько дней ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. На тот момент ему было всего 20 лет. Но не суждено было герою вернуться домой. 28 февраля 1945 года при отражении атак танков в районе Пилау, ныне город Балтийск Калининградской области, Мустакимов погиб у своего орудия. Похоронен Мустакимов Зайнулла в братской могиле в поселке Переяславское Зеленоградского района Калининградской области. На родной земле Мустакимова чтят память героя. В селе Юмадыбашево в честь его 80-летия в 2004 году открыт памятник. В Юмадыбашевской школе в честь героя создан музей. Ежегодно 9 мая вспоминает героический подвиг земляка, возлагает венки у памятника. В 1986 году в родном селе Мустакимова прошла встреча однополчан. В 2015 году прошло мероприятие в селе Юмадыбашево в честь 90-летия со дня рождения героя, в котором приняли активное участие земляки Мустакимова, его родные и однополчане. Тема Великой Отечественной войны, ее героев и просто солдат, которые вернулись и продолжали жить или не вернулись, всегда будут актуальны и общественно значимы. С каждым днем число участников и свидетелей той страшной войны становится все меньше и меньше. Но память о герое Советского Союза Мустакимове Зайнулле Мустакимовиче будет жить вечно. И я очень горжусь, что родилась и живу на земле героя.